Камрате прошли открытые публичные слушания, на которых эксперты, экономические агенты и представители гражданского общества обсудили включение поправок в закон об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия. Главной целью является привлечение в автономию инвестиций и открытие новых рабочих мест, для чего требуется привлечение наиболее крупных инвесторов. Данное предложение вызвало спор и были высказаны мнения, что внесение такого изменения не даст возможности привлечения местных инвесторов и начинающих бизнесменов. Председатель Общественной палаты Гагаузии Иван Терзи отметил, что есть необходимость привлечения местных инвесторов. Мировая практика инвестиционной деятельности любой инвестиционной компании или любой организации, любого предпринимателя, который хочет инвестировать в тот или иной регион, он прежде всего смотрит на то, что местные предприниматели вкладывают свои деньги в этом регионе или нет. И если местные предприниматели не вкладывают свои деньги, заработанные потом и кровью, в этот регион, это напрямую говорит о том, что внешним инвесторам здесь тоже искать нечего. У них должны быть такие же условия, как и у тех крупных предпринимателей, которые иностранные инвесторы. Иностранный инвестор может вложить сюда и $1 миллион, и 10 миллионов долларов. Для него это не так тяжело. А вот для местного, который выехал и заработал своей семьей, скажем, 50-100 тысяч долларов, вот для него должны быть такие же правила игры, как и для того, который вкладывает 10 миллионов долларов. На слушаниях присутствовали и начинающие бизнесмены из города Чедерлунги, занимающиеся мясомолочным производством, которые считают, что молодым предпринимателям должна предоставляться информация о грантах и субсидиях, которые они смогут использовать с целью развития своего бизнеса. Надо, чтобы в первую очередь была информация доступна для малого, среднего и начинающего бизнеса. Может, он начинает даже с больших сумм стартовать, но доступная информация должна быть. Как законодательство по субсидиям, так и по налогообложениям и по всем этим перспективам развития. И почему я говорю по налогообложениям и по субсидиям? Потому что, получается, одной рукой отдают, другой забирают больше, чем дают. В данном случае у нас так сейчас происходит. И чтобы была доступна помощь, куда можно обратиться для комплектации документации, получения субсидий и консультаций по рынку сбыта и по перспективам развития. Потому что у нас, оказывается, не было достаточной информации, чтобы мы могли пользоваться теми льготами, которые государство предоставляет. В этой информации мы раньше даже не знали, не слышали. И вот сейчас мы это слышим в первый раз о субсидиях, о грантах. И это очень помогло таким людям, которые начинают какой-то бизнес. И у нас сегодня вот мы работаем только 2 человека. Сутки я, сутки другой человек, и все делаем сами. То есть, потому что у нас даже электричества там до сих пор пока нету. Сейчас вроде будут ставить электричество. Вот, и сложно, конечно, работать без каких-то условий. Нет условий работать нормально. В ходе слушаний были выслушаны все мнения и были зафиксированы. Впоследствии они будут учтены при внесении изменений в закон.